все только начинается. И пока мы не победим, пока Беларусь не станет нормальной, просто нормальной страной, демократической, мы не успокоимся. Сейчас я здесь, в Вильнюсе, политический иммигрант. Зовут меня Илья. Вечно. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Мы выходим каждое воскресенье на акции солидарности с Беларусью. То, что мы выходим каждый понедельник на акцию солидарности с Украиной. И мы показываем, что мы здесь, мы не сдались. Изначально я приехал в Вильнюс в командировку для того, чтобы просто делать мебель. Для меня Литва вообще идеальная страна для жизни. Вот люди, которые очень похожи на наш менталитет, то есть тоже такие рассудительные, то есть нет никакой лишней какой-то суеты и так далее. То есть вначале подумают, потом сделают. Это как-то всегда приятно. 9 вечером, когда я уже ехал с избирательного участка в центр города, я был уверен, я знал, что мы все победили, что Лукашенко больше не президент. И когда подъехал к Стелле и видел, как ее перекрыли, и видел, как все подъезды к Стелле были заблокированы, то есть я просто считал, что это последнее усилие этого диктатора. — 9 августа, когда я приехал на Стеллу, я встретил знакомого, пошел посмотреть, оставил ему мотоцикл, а сам пошел посмотреть на военнослужащих со щитами. И когда приблизился к ним, то и попытался найти на их лицах их глаза. Я их не нашел. Как будто посмотрел в чью-то чужую могилу. Товарищ говорит, ну тогда схожу и я. То есть вот он тоже сходил, посмотрел. И когда он возвращался назад, я смотрю, и вот идет человек, то есть уверенный, как мотоциклист, во всем экипе, перчатки в руках, в шлеме, а сзади него взрываются эти самые светошумовые гранаты. И их очень много. И вот он идет, как вот в каком-то боевике. И я так подумал, красиво идет. А следующая мысль, а ведь 5 минут назад я также шел от этих цепей. И в тот момент, когда они уже были буквально там в 10 метрах от меня, то есть я со спокойной совестью подошел к мотоциклу, взял, одел шлем, одел аккуратненько перчатки, я краем глаза смотрел, как близко они подходят. И вот уже в тот момент, когда там до них буквально оставалось 2 метра, наверное, я повернул ключ, и в этот момент сразу мысль, вот будет интересно, если мотоцикл сейчас не заведется. Потому что такое бывает. Но он завелся, и я как бы вначале поехал на них, им пришлось немножечко разойтись, а потом спокойненько от них уехал дальше. Я хотел показать, что этих черных бояться не надо, что правда за нами. И мы уже победили в тот момент, так же, как и сейчас. Возможно, там кому-то въебали. Во вторую ночь, то есть это ночь с 10
10 на 11 кто-то стоял рядом с автозаком и просто стрелял по окнам проезжающих мимо автомобилей. И я на мотоцикле еду не спеша и смотрю, то есть увидел момент, когда он перезарядил ружье и начал просто считать количество выстрелов, которые он сделает. Я досчитал, подумал, что 12 максимум может быть. И вот когда я насчитал 12, тогда по газам и уехал. А так ночью едешь, подъезжаешь к светофору, там стоят тихие автомобили, начинаешь сигналить, па-па-па-па-па, вот, и тут же тебя подхватывают, и все начинают тоже сигналить, и все, то есть начинается какое-то движение. А так все как-то грустно были люди, боялись, наверное. Перед третьей ночью была информация, что мотоциклистов будут отстреливать. И я когда поехал, я, в принципе, уже попрощался со всеми. И в тот момент самое страшное это было выйти из дома. А дальше уже не страшно. И когда милиция останавливалась с пистолетами наготове, и когда сказали там все вытащить из сумки, там вода, сразу кто-то там из них отошел сразу с пистолетом, говорит, пробуй, чтобы этого, что там, отпей воды. Я говорю, это надо? Надо. Ну ладно. То есть они даже этого боялись, что мы что-то могли сделать. Ну. Мы думали, что страшнее 2020 года ничего не будет. В 2022 году ты понимаешь, что может быть и страшнее. Ну, война. Куда уже страшнее? Война. Последняя ночь протеста, она была для меня очень жуткой, потому что я понял, что силовой протест был задавлен. И было классно, когда 11 числа девочки вышли на Комаровке. И на следующий день, уже в 12 часов дня, весь Минск был в автомобилях, в цветах. Все сигналили, все друг другу улыбались. Это был просто праздник, настоящий праздник. Победа. Вот я себе всегда победу так и представлял. Меня задержали на марше за Машу. В тот момент, когда я уже начал уходить, я обернулся и увидел, как две тоненьких вот таких вот девочки встали в сцепку. И я просто понял, что я не смогу уйти. Я просто развернулся, подошел к ним, они меня взяли под руки, вот и того мужика тоже давай туда же пакуй. Погрузили в микроавтобус без номерных знаков. Я не знал, кто они такие. То есть я от них 2 раза выбежал из машины. Но он вызвал подмогу, и после этого меня уже начали конкретно бить. То есть и вначале били, а потом начали душить. То есть бросили на землю. Один из них встал ногой на шею, а второй прыгал по спине, чтобы я выдохнул. И вот мне было тяжело. То есть вот этот момент я и подумал, что, наверное, уже из этой машины я не выйду. Опять же, автозак, где, когда мы уже ехали, у этих спросили по рации, сколько вы набрали народу, и те сказали, что у них 26 человек. И оказалось, что это только что 2 человека лишних. И тогда этот командир, кто-то из командиров ОМОНа, сказал: 2 человек, выходите. Я сказал: девушки на выход. А девушки сразу: а почему мы? И там даже такая была перепалка небольшая. Кто выйдет из автозака? Автозак остановился на остановке, и девочки вышли.
чтобы хлеб этот самый, из хлеба что-то сделать, его надо мякиш. Но там в тюрьме свой хлеб. Он такой кислый. Я его не ел, потому что у меня с этим проблема. А те, кто ел, говорят, что очень кислый. И вот такое ощущение, что делают специально таким, чтобы он людям было плохо после его еды. Но вот его поэтому надо немножечко смачивать. И тогда можно сделать все, что ты хочешь. У нас на Крестина мы даже играли в боулинг. Мы сделали себе большой шар, сделали себе шахматы, шашки и боулинг с кеглями. И играли на этой самой, на лавке. У нас было весело. Что на Крестина, что в Жодино. То есть в камере матом не ругались. А весь мат стоял в коридоре, где эти вертухаи. И они друг с дружкой, они по-другому не могли общаться. Они только мат-перемат, мат-перемат. Так это смешно было. И ты не понимаешь, где находится нормальность. Ну, точнее не так. Ты понимаешь, что нормальные люди находятся с этой стороны двери камерные. Хоть ключи находятся у других. А еще в тюрьме самое страшное – это бездействие. Тебе нечем занять ни голову, ни руки. Это, наверное, самый страшный момент, который у меня был за все это время, это самый последний день пребывания в Жодино. Потому что была вероятность того, что могут продлить. Свободное от работы время я занимался развитием стрейкбола в Вильнюсе, белорусского стрейкбола. То есть была сформирована команда, мы очень хорошо занимались. Когда начали эти занятия уже в начале 22 года, и потом, когда началась война в Украине, то 5 раз. Ну, на скидку 5 человек уехало в Украину воевать. Хотя, может быть, и больше. Потому что не все афишируют свое участие в войне. — 13:07. 15:30 буде працювати наша українська артилерія. Ось, і у 16 годин будемо наступати на русских. Заряжай! Заряжай, Бахус, заряжай! То есть правильно я понимаю, что самое сложное это было принять решение вступить в бой? Самае складанае, я лічу, што гэта прыняцце рашэння. Калі ты прыняў рашэнне, потым усё лагічна, слых, позірк, там нейкія дзеі, вось, усё просто. Ну, як мне здаецца. Вот действительно после 2020 года белорусы сейчас везде такие. То есть, несмотря на какие-то разногласия, несмотря на какие-то там гадости и так далее и тому подобное, надо что-то делать. Встали, спокойно сделали. Дальше потом опять поругались. Это не имеет значения. На базе этого страйкбольного клуба есть взаимодействие с какими-то уже структурами в Литве. То есть мы уже, белорусы, здесь в Литве не будем рассматриваться как люди непонятной ориентации, а мы уже сможем помочь Литве в ее обороне в случае какого-то нападения. Я считаю, это было значимо. Я люблю действовать, а сейчас в Литве я нахожусь все время в состоянии какого-то ожидания, что что-то кто-то где-то будет делать или не сделает, или еще что-то. Поэтому я сделал все, что в моих силах было, я здесь сделал. То есть я помогал Украине, я участвовал во многих мероприятиях здесь, я организовывал мероприятия. Но этого всего мало.
надо идти дальше. Потому что мне стыдно. Я себя не мог простить в 2014 году, что я не поехал. Потому что тоже там какие-то были постоянно там отговорки и так далее. Я теперь понимаю, что это были отговорки. Я не смогу. Мне это надо. Мне это надо для меня, чтобы понимать, что я это тоже делал. Я не остался в стороне. Когда Украина победит, мы уже тогда сможем и освобождать Беларусь. Обов'язково повернусь, коли у битвах не